не обязательным. Можно как раз изучать родной язык, родную культуру, но село не город. В городе один учитель написал один план, прошелся по параллелям, вся его работа закончилась. В деревне из-за нормативного подушевого финансирования один учитель на 10 учащихся, один учитель вынужден вести до 5 предметов в класс комплекта, где обучается 2 класса у нас, но есть где и 3-4 класса обучаются. Вот как в этих условиях, когда человек перегружен, еще неурочную деятельность увеличить иногда не получается. Потому что учителя для того, чтобы поддержать среднюю зарплату по региону, вынуждены эту среднюю зарплату вместо 18 часов ведут до 35 часов. Вот это вторая проблема сельской школы. Проблема перехода с одного варианта учебного плана на другой занимает очень много времени. Индивидуальная работа тут с учеником и с родителями нужна. Но несмотря на все эти трудности, наша школа является базовой этнокультурной школой области по изучению родного татарского языка и культуры. В 2010-2016 годах прошли на базе нашей школы 7 и 13 педагогические марафоны школ с этнокультурным компонентом Омской области. Там были представители и татарских школ, и казахских школ. Ежегодно в нашей школе проходит областная олимпиада Омской области по родному языку и литературе. И по традиции представители нашей школы, наши учащиеся, становятся его победителями, призерами и представляют нашу Омскую область, наш регион в Республике Татарстан, в городе Казань на межрегиональной олимпиаде. И, как правило, не возвращаются без призовых мест. Мы также участвуем и на международной олимпиаде по татарскому языку и литературе, проводимой в городе Казань, куда приезжают представители и Китая, и Японии, и других стран. И там наши дети занимают призовые места. Без грамот и дипломов не возвращается. Конечно, Казань далеко, и дети, и учитель, к сожалению, не всегда могут присутствовать там. Но мы стараемся участвовать в интерактивных конкурсах.